Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем нашу передачу «Буддийский путь». И на прошлой передаче мы презентовали книгу «Блестящее ожерелье». Это наставления и советы всех буддийских учителей, которые приезжали в нашу республику с 2015 по 2020 год. Это было плодотворное время, время сотрудничества с великими учителями. Все лекции были дарованы 9 ринпоче, перерожденцев, докторов буддийской философии, которые давали учение по буддизму. И эта книга, она разделяется на 3 главы. Первая глава посвящена тем людям, которые только входят в буддизм. Вторая глава посвящена уже людей верующих, которые приняли определенные обеты, и те, которые чаще всего посещают хюрей. И третья глава, она посвящена уже практикам. И в нашей республике недавно прошел ретрит, это затворничество по зеленой таре или тариги под руководством Сотникова Иннокентия. В ретрите приняли участие 15 человек. В организации приняли более 10 человек. И в чем суть затворничества? В том, что в уединенном, спокойном месте, где нет цивилизации, человек полностью погружается в медитативное состояние, он начинает размышлять, думать, сосредотачиваться, созерцать тот объект, который он выбрал. И ретрит, он длился 3 дня, 6, 7, 8 сентября, с 6 утра до 10 вечера. И каждый день разделялся на 3 сессии. С утра, когда начинался ретрит, все практикующие, они принимали обеты прибежища в 3 драгоценностях, обеты бодхичитты, или в устремлении состоянию Будды ради всех живых существ. И думали о 7 членах практики, то есть 7-частном этапе. Далее каждый сидящий размышлял о 4 безмерных. Это философские темы в буддизме. Например, первая безмерная – это доброта, вторая – это сострадание, третья – это любовь, и 4 – это равностность. И таким образом каждый человек, практикующий, он думает о всех живых существах, о том, чтобы они были счастливы, чтобы они нашли причину для счастья и были удалены от страданий, от причин страданий, чтобы все люди, все живые существа были добры друг другу, равностны, не делили на себя и других, что это мое и это другое, что мы все братья и похожи, едины, одинаковы, не различаемся никакими внешними признаками. Далее, во время ретрита затворничества, практикующий думает о 8 забот. Потом он подносит мандалу всем Буддам, Бодхисаттвам 10 сторон света или направления. И таким образом он начинает начитывать мантру божества. И если проходит затворничество зеленой тары, то начитывают мантру Ом Таре Ту Таре Туре Соха. Это божество женской формы. И зеленая тара, она зеленого цвета, и это означает, что она молниеносная, быстроносная, быстро приходящая на помощь человеку. И когда человек накапливает добродетель, начитывает 1000 раз, 10 тысяч раз или 100 тысяч раз, таким образом он воссоединяется одной энергией
тем объектом визуализации. И в чем польза после прохождения этого ретрита? В том, что человеческий ум, он начинает дисциплинироваться, а нам всем, людям, не хватает именно дисциплины. Самая дисциплина – это самая важная составляющая часть человека. Только когда есть дисциплина, человек становится правильным, он может управлять своим сознанием, временем, своим поведением, речью. И дисциплина – это возможность понимания всех своих действий. Ну, например, когда мы водим машину, дисциплинированный человек, он в уме, водя машину, начинает соблюдать все правила движения и не нарушает правила безопасности. Самодисциплина – это тогда, когда, например, человек с утра встает, он делает определенные духовные практики, и как он чистит зубы или моет свое лицо каждый день, соблюдая гигиену, то самодисциплина ума – это направлять ум в добродетельное, хорошее состояние счастья. Счастье – это когда мы еще раз приносим добро мысленно, своей речью, своим поведением. Самодисциплина – это когда мы знаем, что мы желаем, что мы хотим и чего мы хотим добиться в этой жизни. Самодисциплина – это осознанное решение при выборе всех своих действий. И, например, после того, когда вы уже встали, помылись, совершили духовные практики, это медитации, это очищение своего места, жилища, приготовление пищи – это тоже самодисциплина, потому что съесть самую полезную, доброкачественную, натуральный продукт, он будет приносить больше пользы нашему здоровью. И поэтому, когда мы правильно питаемся, когда мы правильно соблюдаем гигиену, когда мы правильно производим настрой ума в течение всего дня, например, мы уже ставим себе определенные цели, с 8 утра до обеда мы выполняем определенные действия, и после обеда мы уже контролируем все свои выполненные или те действия, которые мы хотели или которые мы запланировали за целый день. И таким образом, когда мы умеем планировать, мы ставим определенные цели, мы знаем задачи, как это решить, мы ставим тактики, каким образом, какими методами мы достигаем поставленные цели. И когда мы овладеваем этой информацией, когда мы знаем, как это делать, то у нас появляется самодисциплина. Мы начинаем управлять своим временем, своей жизнью. Мы знаем, что нам не хватает, какие энергии не хватают. И у человека есть 4 гормона счастья. И 1/5 гормон – это кортизол, который отвечает за стресс, депрессию, переживания. И когда у нас все гормоны счастья находятся в балансе, мы чувствуем уравновешенность и чувствуем полноту жизни. Поэтому самое важное в течение всего дня поддерживать счастливое, благое состояние. И мы сегодня рассказываем о дисциплине и как можно добиться дисциплину, как можно совершать правильные поступки, разделяя на негативное и на хорошее. И это возможно только практике. То есть практика – это повседневное применение тех знаний, которые мы владеем. Практика – это когда мы то, что знаем, мы приносим в свою жизнь, и все это становится неотрывно от жизни. И в процессе практики очень важно, особенно в затворничестве, это соблюдать
дистанции, думать о других, как им не навредить, чтобы они не переживали в лишний раз, чтобы они не суетились в лишний раз. Поэтому, когда мы понимаем, чего хотим от жизни, и знаем, как это сделать, то мы будем защищены от дурных последствий. И поэтому сегодня мы говорили о дисциплине, что самодисциплина, она приносит нам счастье, удовлетворенность, целенаправленность и целедостижение. Спасибо. До свидания.